Цена на один школьный учебник в зависимости от предмета колеблется примерно от 1,5 до 2000 рублей. А таких учебников нужно несколько. Так что это становится еще одним грузом для родителей, которые будут готовить детей к школе. В школах выдают часть книг, но какие-то в любом случае родителям нужно приобретать. Как обеспечиваются школы учебниками, кому все-таки придется самим покупать книги и почему, об этом будем говорить с начальником отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Асланом Кутели. Он у нас в студии. Аслан, приветствую, спасибо, что пришли. Добрый день. Давайте начнем с того, вообще государство должно же по закону обеспечивать учебниками школы. Ну, к сожалению, нужно учитывать то, что это очень дорогая роскошь. К сожалению, на данный момент руководством страны и Министерство просвещения непосредственно занято решением этого вопроса. Еще в начале 2022 года были начаты совместные проекты. Это с правительством Российской Федерации совместно с правительством Республики Абхазия договорились. В последующем Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Республики Абхазия завезли первую партию учебников, школьных учебников. Это с 1 по 7 класс. Более 160 тысяч учебников. То есть это более 71 наименования учебника по 14 предметам. В последующем вторая партия следовала, то есть для 10-11 классов. Там, к сожалению, более 30 тысяч. Почему, к сожалению? То есть все это тянется, к сожалению, не только от нас зависящих обстоятельств, но и мы все прекрасно знаем, в 2022 году сложная чуть-чуть обстановка была в связи с начатой с военной операцией Российской Федерации. То есть и все это, конечно же, учитывалось и создавало небольшие проблемы, которые по срокам чуть сорвались. Но эта работа продолжается. Мы вот ожидаем третью партию учебников, это для 8-9 классов. Также будет около 28 тысяч. То есть, если исходить от цифр, то все цифры составляются Министерством просвещения, исходя от заявок, которые присылают нам отделы образования в районах и управление образования городов. То есть мы отправляем необходимый перечень, то есть согласовано все. То есть это тоже большая работа сотрудника министерства проводится. И вот исходя из этого формируется заявка, которая необходима. И хотелось бы отметить, то есть все учебники, выпущенные издательством просвещения, то есть все они соответствуют государственному стандарту Российской Федерации. И то есть и все учебники новые, то есть потому что разного рода слухи часто бывают о том, что там, учебники, ненужные учебники и так далее. Все учебники, то есть они были вплоть до начала года, то есть выпущены до 2022 года, 2021, конец 2021 года. То есть все учебники, они новые. Все учебники сразу же после поступления на наши склады в Министерство просвещения были розданы поэтапно районам, школам. То есть они на данный момент находятся в библиотеках. Конечно же, сказать, что сегодня вопрос учебников полностью снят, к сожалению, пока рано об этом говорить, но в последующем цель такого, так скажем, проекта – это снять вопрос учебников, то есть нехватки учебников. Это Министерством просвещения Республики Абхазия и министр не раз на встречах с правительством Российской Федерации ставил вопрос, чтобы в последующем этот проект продолжался. То есть если мы сегодня стараемся, чтобы у детей, у школьников эти книги оказались, последующий проект, продолжение этого проекта будет нацелен на то, чтобы был у нас запас. То есть, и мы надеемся, что в ближайшие, так скажем, год-два этот вопрос полностью будет закрыт, и родителям не придется приобретать учебники. По вашей информации, какие школы сейчас, какой процент школ полностью укомплектован? Вы говорили не так давно, что по поступлению третьей партии учебников ожидается, это для 8-9 классов. То есть на сегодняшний день очень, так скажем, около 80%, может быть даже и 85% школьников обеспечены учебниками, то есть в школах находятся эти учебники, так как, то есть в общем вот за две партии было заведено более 195 тысяч учебников. Это на сумму, если даже на сумму готова, это более 82 миллионов рублей. То есть и все эти учебники, они от Министерства Российской Федерации, то есть были переданы Министерству
просвещения Республики Абхазия и от министерства, то есть раздавались по районам, и все они будут выдаваться школьникам бесплатно. То есть единственная просьба Министерства просвещения, на что оно очень будет, и проверки, то есть в школах, на сколько эти книги мы сможем уберечь. То есть нужно понимать, что все эти книги после завершения в начале учебного года будут раздаваться, и после завершения учебного года нужно будет сдавать их в библиотеки для следующих учеников, которые перейдут в этот класс. И вот, то есть это сохранность, стараться, то есть если даже в книге какие-то заметки делать, то карандашом, это обертка учебника, то есть чтобы мы по мере возможности смогли бы сохранить эту книгу, чтобы последующим досталось. А так, то есть, опять-таки отмечу, конечно, есть районы, которым где-то, может быть, и нехватка в каких-то школах, но Министерство просвещения в этом направлении работает, и мы надеемся, что в ближайшее время, в ближайшие, так скажем, года этот вопрос, опять-таки отмечу, полностью будет снят. На данный момент, конечно же, вот перед началом учебного года, конечно же, будут какие-то загвоздки, уже есть какие-то, то есть разговоры, родители обращаются, что не ведут, но мы надеемся, что до начала учебного года эти все вопросы будут сняты, и, так скажем, больше 90% учеников, которые уже эти партии достались, это 1 и 7 классы, и 10 и 11 классы, то есть получат на руки школьники, а третья партия тоже российская сторона нам обещает, по крайней мере, что в ближайшее время, до начала учебного года, все учебники поступят, и мы также оперативно раздадим их по районам. Насколько я понимаю, сейчас родителям восьмиклассников и девятиклассников не надо бежать и заранее покупать. Возможно, к сентябрю, но это тоже гарантии вы дать не можете. К сожалению, то есть гарантии сейчас дать, но, по крайней мере, российская сторона нам обещала, то есть в том, что учебники будут доставлены до начала учебного года, так как при встрече министра просвещения Республики Абхазия на форуме в Казани с министром просвещения Российской Федерации этот вопрос поднимался. И этот вопрос, то есть, было озвучено, что до начала учебного года все учебники будут доставлены. Третья партия, то есть 8-9 классов. И мы также оперативно, то есть буквально за пару дней будут распределены по районам, по школам, чтобы в последующем ученики получили эти учебники. Аслан, вы сказали, что когда заказывали учебники, их заказывали, ссылаясь на заявки от школ. То есть сколько детей, столько было заявок, и столько книг прибыло в республику. Но потом получается, что детям по факту почему-то не хватает в некоторых школах. Как вы пытались разобраться, в чем причина? Конечно же, есть какие-то единичные, так скажем, случаи. Это больше связано с тем, что все-таки перемещение между школами тоже учеников есть. То есть бывает часто, что с районов переводятся в город или с города там в район. Меняя школы, то есть если школа заявляла, там, скажем, 20 учебников, то есть к ним может еще один ученик, 2 добавиться, то есть в течение начала учебного года, то есть эти перемещения в школах, они еще не совсем завершены, а учебник-то числился и за ним в старой, так скажем, школе, где он учился, а перешел, то есть у него уже образовывается нехватка. Еще нужно учитывать и тот момент, что все-таки, может быть, и пока и обращений тоже таких не было, но что и порча учебников тоже происходит, то есть по-разному, или утеря учебников, то есть в связи с этим, конечно же, какие-то единичные случаи будут, но опять-таки, как и последующие года, таких массовости нехватки учебников не должно ожидаться, и мы надеемся, что его не будет. И, как я отмечал ранее тоже, что в ближайшее время этот вопрос полностью будет исчерпан, и в наших библиотеках учебники будут с запасом храниться, чтобы, если вдруг даже что, можно было бы выдать. Ну вот первые 2 этапа, про которые вы говорите, заказывали впритык. Неужели там не было какого-то небольшого хотя бы запаса учебников? Конечно же, был запас, но, к сожалению, здесь разного рода запаса есть, случаются, да, какие-то. Все, к сожалению, просчитать тоже не получается. То есть, и в связи с этим, то есть, стараемся закрыть, где более много учеников, большие школы в первую очередь, и в последующем, то есть, опять-таки нужно брать в расчет и то, что мы не ожидали, что это поставки так растянутся. То есть обговорены были даты, но в связи от нас независящих обстоятельств, к сожалению, сроки поставок чуть сорвались. Но российская сторона нам обещает, что в ближайшее время и все эти сроки, так скажем, которые сорвались, не успели учебники довести, довезут, и последующие этапы тоже будут продолжены.
А по поводу нехватки, вы считаете, что где-то могли испортить, где-то из-за перемещения, но вот мы пытались тоже разобраться в проблеме учебников, и коллега мой делал материал, Бадрак Авицба делал материал про учебники. Я своими глазами видела на рынке, как продают учебники БУ с печатями школы порой. Вот такие учебники, это не редкость, можно встретить. А на рынке люди перепродают учебники. То есть это собственность Министерства просвещения? Нужно отметить, что это собственность школы в первую очередь, так как когда мы выдаем со складов Министерства просвещения учебники, мы ставим там печать в первую очередь и министерство, конечно же, но потом актом о передаче школе, то есть это собственность школы. Хорошо, собственность школы, но собственность школы продается на рынке. К сожалению, такие инциденты тоже имеют место. Министерство просвещения создает комиссии для проверок, то есть библиотек на сохранность и так далее, книг, насколько они числятся, кому они были переданы. И в этом направлении, конечно, руководством министерства уже поставлена задача усилить контроль за оборотом, так скажем, учебников, насколько кому они переданы, насколько они находятся у этих людей. И если даже и учеников, то как они сохраняют этот учебник. И нужно учитывать, что и у министерства нет таких рычагов, чтобы этот процесс тоже контролировать. То есть учебники, если даже, скажем, вот, продаются, министерство, к сожалению, не может это проверить, так скажем, пойти по магазинам и так далее. То есть мы можем только контролировать по мере возможностей, и опять-таки и там мы ограничены. Хорошо, библиотекарь не может, да, допустим, прийти с обыском домой или отследить путь, хорошо. Но есть же органы правоохранительные, та же милиция. Почему бы не провести, допустим, с ними какой-то показательный хотя бы рейд для устрашения, что ли? Будем надеяться, что до такого не будет доходить, и сами родители, и ученики, и все вместе осмыслим, что учебник — это в первую очередь для того, чтобы учиться и не заниматься там до купля-продажи, а будем, оборотом. А будем учиться этими учебниками и будем пытаться, стараться сохранить его для последующего поколения, так скажем, для того, чтобы мы смогли в целости и сохранности передать учебник, так как правильно вы отметили в начале о том, что это учебник, это дорогая роскошь. То есть 1500-2000 сегодня потратить на один учебник, а этих учебников в старших классах немало. Несколько, и детей несколько в семье, и, конечно же, это быть. очень накладно. И в связи с этим и Министерство просвещения, и структуры будут делать все, чтобы облегчить родителям, насколько это возможно. То есть и мы надеемся, что эти последующие потоки также будут, то есть помогать разгрузить, так скажем, родителей еще от одной очень большой головной боли. Хорошо, если с рейдами проблема, да, провести такие рейды, может быть, есть смысл какой-то залог брать. Действительно, из состояния учебников, может быть, более ответственно и родители, и дети бы отнеслись бы. Залог, который можно было бы возвращать. Не будем забегать вперед. Министерством разрабатываются разного рода направления для решения таких инцидентов, и мы надеемся, что в ближайшее время и нашим правовым отделом, и совместно с материально-техническим обеспечением будут проработаны эти все моменты и для того, чтобы не допускать таких моментов. И здесь еще один момент, то есть нужно учитывать о том, что для чего, то есть в первую очередь цель такой поставки, он хорош, то есть во всех школах, во всех районах, от конца до края, то есть, так скажем, страны, у всех одинаковые учебники будут. То есть если раньше родители приходилось искать какие-то книги для учителя, то есть, а на сегодняшний день этот вопрос также снят, так как во всех школах уже министр не раз заявлял о том, что учебники, которые завезены, не соответствуют стандарту и нашему, и Российской Федерации, то есть и по этим учебникам нужно учиться. Конечно, какие-то несовпадения в связи с тем, что этот учебник новый, но опять-таки учитель должен работать над собой, изучить эти учебники. Мы постарались, насколько это возможно, первую и вторую партию привести так, чтобы и учитель, то есть мог ознакомиться с учебником, то есть ежегодно, то есть и даже выпуская наши книги, которые мы здесь выпускаем, абхазские книги, они дополняются, какие-то недочеты были, устраняются, где-то что-то, то есть новое появляется опять-таки, то есть и в связи с этим мы надеемся, что и учителя отнесутся с пониманием, и родители, и, конечно же, ученики, которые будут держать эти учебники.
Аслан, есть вероятность, что не довезут вот эту третью партию вовремя. Такая вероятность тоже не исключена. Но вы сказали 85%, около 80, примерно. Да. Ну вот те 15% что делать? Как распределять этот объем в школах? Есть ли какая-то установка от Министерства просвещения? 85% говоря, я имел в виду от того, что вот без третьей партии. То есть с третьей партией мы надеемся, что это будет там буквально пару процентов останется кому-то, если где-то не достанутся. То есть, а так мы на данный момент с 1 по 7, то есть мы, исходя по заявкам, он у нас выполнен на более чем как 95%, так скажем. Потому что, к сожалению, случился один инцидент, это в Гагарском районе ничего не досталось району, но опять-таки этот вопрос также решается оперативно, и мы надеемся, что последующие партии это будет заполнено. То есть, если мы вот 1-7 классы чуть не достались к Гагарскому району, к сожалению, то мы 10-11 с этого района начали, чтобы этим возместить, и то есть последующая партия, которая приедет, также была наполнена. То есть с них начать. Ну вот в школе есть же какой-то запас. Вот в рамках школы, если посмотреть, кому-то хватает, кому-то нет в классе. Как распределять учебники, чтобы и родители не обижались? Что, какой-то есть критерий или какая-то установка от просвещения? К сожалению, таких критериев нет. После того, как переданы школьным библиотекам, скажем, то есть распределение идет уже от руководства школы, так скажем, то есть тот, кто, видимо, первый обратился, и ему достаются эти учебники. А есть ли, какое взаимодействие у вас со школами, вы им передали учебники? Как с них спрашивать? Есть ли у вас какие-то, может быть, санкции в отношении школ, чтобы они более ответственно относились к этому? Каких-то санкций нету, но посещают сотрудники министерства, специалисты министерства с разного рода направленными комиссиями, то есть входят в комиссии, где проверяются как и учебная база, так и материальная оснащенность школы, то есть не только там учебников касаемо, там, насколько это хватает парт, там, стульев, досок и так далее, то есть по разным направлениям комиссии в течение учебного года посещают школы разного района и проверяют, конечно же, и если есть какие-то факты, то есть они потом докладываются министрам совместно с руководством школы, отделами образования, пытаются устранить этот вопрос. А учебники, которые у нас издаются, будет ли в этом году какое-то переиздание? Как обновляется конечно вот этот запас? Конечно же, то есть в прошлом году, если это было более 22 наименований учебников, которые были переизданы, дополнены, устранены какие-то ошибки, то есть и в этом году в этом направлении идет работа, то есть у нас был выпущен, то есть новый учебник, новый анбан, где для дошколят, и также вот планируется для первого класса, начальных классов, то есть новый анбан, где он более дополнен реалиями сегодняшнего времени, можно сказать, это и красочностью, и рисунками, и новыми подходами, то есть время идет вперед, то есть и подходы тоже меняются. Но это не значит, что какие-то учебники, тот же старый анбан будет заброшен и так далее. То есть это также дополнять, то есть все линейки, планы министерства, то есть чтобы все учебники дополняли друг друга. Чем больше возможностей будет у учителя новой методикой, что-то новое привнести, то есть на урок, также будет и ученик более привязанный и заинтересуется. То есть, и в связи с этим, то есть, был выпущен новый учебник для Эйцахса Папсуа Бесфя до 2 класса, планируется и 3 класс, и последующие классы. То есть в этом направлении министерством ведется очень большая работа. И мы надеемся, что в ближайшее время, то есть все это реализуется. А учебник «Хазно Адуне» — это окружающий мир. Очень много вопросов вызывает и у детей, и у родителей, по сложности, как считают родители. Будет ли этот учебник обновлен? Все учебники, они все дополняются. Конечно же, планируется, и в министерство немало людей обращаются. Конечно же, будут пересмотрены, если нужно, то есть комиссия создается по каждому. И все-таки, какая бы книга хорошая не была бы выпущена, она должна пройти какую-то апробацию в школах. И уже, конечно же, последующие года, после какой-то апробации, когда уже на деле учитель испробует, и ученики увидят, и, конечно же, потом будет дополняться, если нужно что-то где-то меняться. И
в этом направлении, конечно, будет продолжена работа. Но как Минпросвещение относится к упрощению учебников, языка, который используется? Вот почему Азно Дуней столько негатива вызывает у родителей? Они считают, что очень сложным языком учебник написан, что сложно воспринимается и малоэффективен, поэтому считают они. Так отметим выше, то есть это опять-таки дело все-таки в нашем языке тоже, то есть совсем тоже упрощать тоже, наверное, нельзя, то есть по мере возможности нужно поэтапно нагружать ученика, и в связи с этим и новая линейка учебников, которая планируется выпустить, которые уже выпущены, они вот по мере возможности очень простым языком написаны для того, чтобы ребенка поэтапно загрузить, а не так, чтобы ребенок просто вот сдался, так скажем, и потерял интерес. И вот в первую очередь, то есть учебники, которые выпускаются и будут выпускаться Министерством просвещения, нацелены на то, чтобы заинтересовать ребенка, чтобы он имел желание учиться этим учебникам. А вот для старшеклассников иногда родители, прям такая лихорадка начинается, поиски учебников, не могут найти и готовы любые деньги отдать. Вот я тоже с этим сталкивалась, но нет этих учебников, дефицитные какие-то учебники, их нигде не найти даже за деньги. Вот. За это вот, то есть был завезен второй партией учебников, это учебники старших классов, то есть 10-11 классы, чтобы этот вопрос по мере возможности был полностью снят. То есть, конечно же, в первое время были обращения, то есть о том, что они не совсем соответствуют, что и по таким учебникам мы не можем учиться, но руководство Министерства просвещения Абхазии было четко сказано о том, что все учебники соответствуют, и по этим учебникам должны, так скажем, проходить уроки. То есть единые учебники, как я понимаю, с сентября у всех абхазских школ будет русский язык вот тех-то авторов, история того-то автора. Не будет так, что в Гагарской школе по одним учебникам, в Сухуме... Не должно быть. Единственная проблема была с учебником английского языка в связи с тем, что в России они с начальных классов начинают обучаться, а у нас чуть-чуть позже. Вот здесь чуть-чуть несовпадение, но опять-таки при желании по этим учебникам можно обучаться. А так вот помимо английского, то есть по остальным учебникам не должно быть каких-то проблем. А английский будет вот в этом перечне? Партии будут привозить все-таки? Конечно же, оно и было в последующих партиях, и будет в следующей партии, но насколько оно будет, то есть, опять-таки, в этом году, наверное, все-таки эту партию придется, то есть, какие-то, если сложности даже с учебником английского языка было, но в последующем мы будем планировать, чтобы учебник и соответствовал нашему учебному плану и нашей учебной программе. Ну, вы сказали, что российские образовательные учреждения начинают с 1 класса. Как мы будем в 5 классе учить уровень? Министром просвещения во время участия на форуме, то есть состоялась встреча с министром просвещения Российской Федерации, где поднимался этот вопрос, то есть насколько соответствует, может быть, и в этих учебниках тоже можно будет внести какие-то изменения, какие-то элементы нашего. То есть и в связи с этим, то есть мы надеемся, что совместные работа будет продолжаться, и что учебники, они не просто там выпущены с России будут привозиться, но и с элементами нашей какого-то менталитета и нашей национальности. То есть специально выпущенная партия для Абхазии, возможно, также, будет? Конечно, да. Аслан, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Будем надеяться, что в сентябре проблем с учебниками не будет, и в том числе для учащихся 8-9 классов. Партию ждем. Спасибо. До свидания. А я напомню нашим слушателям о том, как обеспечиваются школы учебниками, кому все-таки придется самим приобретать книги и почему. Об этом говорили с начальником отдела по связям с общественностью Министерства просвещения Абхазии Асланом Кутеле. Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно.